Эта лесная дорога находится всего в 5 километрах от села Кунев, но местные стараются обходить ее стороной, да и машины почти не ездят. Все из-за свалки, которая выросла прямо вдоль проезжей части. Сейчас картина еще не столь удручающая. Большая часть мусора скрылась под слоем снега. Первыми тревогу забили лесозаготовители. В этой лесной зоне не так давно обосновалось крупное производство. И всего в 50 метрах от него настоящая экологическая катастрофа. Говорят, если все это загорится, последствия будут серьезными. Пока же главная проблема в том, что мусор, который валяется на дороге, цепляют машины. Ситуация возникла, что после Нового года вот у нас лесовозы туда ходят, и они как бы ее не сдвигают в сторону, их стали высыпать прямо на дорогу. И даже лесовоз расталкивал эту свалку бамперами. Прокололи 3 колеса водители. Но суть-то не в этом. То, что все это они цепляют, и все это машины разносят по лесу. По словам лесозаготовителей, эта лесная дорога единственная, по которой местные добираются вглубь леса за грибами и дикоросами. Ведет этот путь и к охотхозяйству. Впрочем, куневские о том, куда вывозят их отходы, толком не знают. Говорят, главное, на улицах чисто. Вроде нет, у нас же вывозят все на полигон, визинг, насколько я знаю. На улицах вроде нормально все, пока чисто. Даже не специалисту ясно, почва в районе свалки уже серьезно загрязнена. Это как минимум. Как максимум могут пострадать и дикие животные, учитывая, сколько лет этот полигон существует. Этот участок сельскому поселению был выделен на основании постановления 1996 года главой администрации Сысольского района. Мы туда периодически вывозим мусор. Видать, вывозили и не могли заехать глубже, боялись проколоть шины, потому что там могут попасться гвозди, стекла. И вываливали непосредственно на проезжую часть, на обочину. Зафиксировав нарушение экологического законодательства, активисты ОНФ обратились в профильное министерство и в администрацию Сысольского района. От руководства села Кунево общественникам пришло сразу 3 разных ответа. В окончательном ответе, который, надеюсь, придет уже с подписью, они нам сообщили, что выгруженный на обочину мусор что выгруженный на обочину дороги мусор убран. Но мусор с дороги убран, но в целом объект, он не ликвидирован. И поэтому наша задача, чтобы, когда снег сойдет, мы понимаем, что сейчас зимние погодные условия, что сейчас это сделать просто физически невозможно. И мы надеемся, что данная свалка будет ликвидирована весной этого года, весной-летом этого года. Экологически опасный объект посреди тайги теперь отмечен на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка». Сегодня там уже 179 объектов, 63 ликвидированы. Пока очередную свалку не закроют, пометка на карте не станет зеленой. Нам сельские чиновники сообщили, что сейчас проходят общественные слушания по выделению нового участка под полигон ТБО. В администрации надеются успеть к весне, но после время потребуется еще и на согласование с природоохранной службой. Однако в любом случае новая свалка будет временной. В планах вывозить мусор в столицу Коми. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сысольский район.